Всех поздравляю с Масленицей. У нас сегодня блинчики. Все, я уже там лыжник перегнал. Утро раннее, 3 марта. Сегодня день рождения у нашего Илюшеньки, у нашего сыночка. Исполняется 19 лет. Меня уже подружка Оля поздравила, с утра позвонила. Всегда рано поздравляет. Желаю всего самого лучшего, счастья, здоровья, любви. Весенние дороги разбитые. На улице минус 2 градуса. Я говорю, держите дома где-нибудь так, В зоомагазине. Красота какая. О, Господи. Так, открылся новый магазин Мария Молл. Магазин мебели и товаров для дома. А вот у машина стоит. Вот она. Посмотрим, что за новый магазин. Мультирум, по пути, крутим вкусные круглые большие суши и роллы. Вот она, Focus 2008 года. Слушай, большущий помогаст. С 9 до 8. А что? Открывается. Что? Ага. Ничего себе. Рой-инструмент. Кстати. Кухонка. Ой, а на что обмашка? Не могу открыть. Ее просто открывать надо. Не отжимать. Ну да, видишь, сейчас многие же делают на заказ кухни, как мы. Нам чисто по размерам все делаем. Ну как? Передавочки без ручек получается. Просто вот закрыто все, такой пальчик нажимаешь. Интересно. Что у тебя, Дима, машина как нормально? Кстати, студия как Иван, смотри. Бабочка. Сколько, да? Как у него студия? Нет, нет. Удобно сидеть. Как у него. У него выше. Видишь, они коротенькие. Выше? Кого ждем? Кстати, вот у нас вот такой посуды нет на самом деле. Мне нравится такая посуда. Ну, сочетание вот такого цвета и вот такого. Так то, что у нас посуда вся со свадьбы. Как Ну, по твоя у нас мама нам надарила, так посуда- она и посуда есть. двухцветная. С 2004 года. Мы живем с тобой еще в начале нулевых. Да. Вот такой покупать. Не знаю, что Тефалем затарился. Ты еще там модератор купил, да? Я и посуду, сковородку для запекания.
голову потеряла. Вот даже вот сразу можно понять. Зачем ты взяла бич победить? Я творог взяла А бичик зачем? на закуску. Что тут усматривать? На закуску. Куда там взгляд идет? Сегодня у нас день суши-роллы. Да, суши-то всего вон 2. Вот суши. Странный Кто выбор. не знает, как Странный выглядит. выбор. А это Вовочка у нас тут солил рыбку. Кстати, семга отличается от лосося, да, цветом? Смотри. Да. 7 марта. На улице минус 12 градусов. И светит яркое солнышко. Утеплились максимально. От коллег получили цветочки. Теперь надо найти вазочку, что на нашем предприятии сделать трудноватенько. Сейчас поищем. Как они будут ей дарить, чего они будут дарить? Они только еще разродились, понимаете? Только вот. Автобусы, цветочки продают. Красивые. Тюльпаны, розы. Чизкейк. Будем пробовать, никогда его не брали. Вот решили. И букет тюльпанчиков от нашего папочки Вовочки. Вот в одну машину. Смотри на небо, как плывут облака. Никто не ходил, кроме волков. Нету тут волков, нету. Блестяще делает сонную карьеру и зовут ее... 9 марта, на улице минус 11 градусов. Мы вчера гуляли. Вот такая погодка. Опять солнышко. Сейчас я тут опять снегом утрамбовалась, на мосту много. Мне вот этот вид нравится на церковь. Все, переходим. Тут такой светофор, надо переходить и людям, и машинам одновременно надо переезжать. У нас таких вроде 2 светофора, один на машиностроителей. Там не такая, не такое большое движение. И люблю такие светофоры. С Международным женским днем! 8 марта. Речек закрыт. Ух, мне по прямой туда. Набережная вроде 2 километра, 400 метров. Или может чуть-чуть даже побольше, может поменьше. Так что мне почти до конца. Сегодня что-то познавательненько вышло. Вроде собиралась быстро. Вот. Мне надо за 20 минут дойти. Мне еще надо переодеться там успеть. Купить билеты. Жизнь какая-то. Клуша, блин. Хотела вообще, думаю, нет, на 10 я не собиралась с утра. Там с 10 начинается. Думаю, нет. Все-таки, наверное, я хочу отоспаться на выходные. Хотя никогда уже сейчас не спится. Сколько бы не укладывала. Всегда уже... Ой, помню по молодости, да, 12, и прямо спишь крепким сном непробудным.
Сейчас такого, конечно, уже нету. Организм уже не может столько спать. Вот, так что... Ну, сегодня сколько? В 9:20 глаза у меня. Все, выспалась. Вот, но на 10 бы я не успела. Это за 10 минут собраться, это нереально. Вот. Иду на 11. Так, еще там может быть местные быть. Таких девчонок, как я, много придут. Там же ограниченное количество. Там, ну, инвентаря может не дать. Они вот могут с мячиками заниматься, могут какими-то вот этими валиками. То есть вот от этого еще зависит. Вот так вот. Ладно, надеюсь, нормально все будет. Ой. А днем, ну, до 4 сегодня можно, с 10 до 4. Может, пораньше уйду. Потому что говорю, Вова, днем мы поедем еще на лыжах. Молчит, и не знаю, с утра. Будет он готов на лыжах, нет? Потому что световой день уже большой. Кататься на лыжах можно. Уже подольше, это раньше. Если в 12 приедешь, в 2 уже все начинает темнеть. Фонари там включаются. А сейчас уже можно и подольше. Вот так вот. Ладно. Что там у нас? Спортсмены. Спортсменов нету. Зато на качельках там качается. Какое солнышко за мной светит. Класс. Сразу чувствуется, что весна. Что зимой на солнце нет. Может быть, где-то когда-то выходит, но оно высоко не поднимается. Поэтому заходит. Классно. Ух, сегодня снежок выпал. Здесь ступенечки сделали. Как красиво снег идет. Такие крупные хлопья. Мишка веселый. Да, тяжело разворачиваться. Так, переходим. Ого. Снегу-то сколько у нас тут насыпано. Свеженький. Светленький. О, и дороги сразу посветлели. На улице 0 градусов. Моя любимая тропинка. Ух, работы сколько. Вон, чисть себе. Как у нас солнышко высоко. Земля 49 рублей. Да, солнышком хорошо. Небо такое красивое, голубое. Полевой вагончик. Тут у нас ремонтировали летом крышу полностью у этого дома. Вон как красивая. Ой, сугробы. Господи. Да, 14 марта. Первый плюс и первый дождь. Капец. Вон, слышно, как барабанит. Даже как уже и дождь, и снег, и непонятно что. Сильный. Ой,
как хорошо почищено. Ничего себе. Да, первый дождик. Ой, домик-то у нас. Что там у нас с домиком? Строится. Раз, два, три, четыре. На 5-й этаж уже идут. Мне кажется, вот так вот видно дождь. Вот они, ниточки. «15 марта, на улице минус 2,5 градуса. Вчера был первый дождик, а сегодня уже подморозило. Но зато такой гололед, очень-очень все скользко. Сейчас пойдем мимо часиков, которые указывают направление Кослан, Вуктыл. Кослан 239, Вуктыл 181. А сейчас 11 часов 15 минут. Воркута 648, Объячева 410. Ой, мы сейчас еще сходим в книжный домик. Посмотрим, что там у нас за литература. Конечно, такой снег не твердый, а проваливается. Так, что у нас в книжном домике? Ой, да, немного. За Рогожской заставой. Что-то тут еще. О, тут и ветер. Короче, немного. А, кстати, книжные домики все обновили. Видите, какие новенькие, все покрашены. Книжечка. Книжный домик. 95 лет. Ух, да. Региональный оператор Севера. О, ничего себе, он ответственность взял за эти домики, что ли? О, крыша-то какая. Стальные уголки, ламинат. Классно. Такая красота. Ой, какие сугробы. Вот это ветер. О, дышать невозможно. Ветер просто нереальный. Это Питер. Ой, это колокорка ледяная. Ой, кого мы тут видим? Какой-то дядечка. Ой, вообще ужас. Кошмар. Только с капюшоном. Время 16:00. Мы снова на Яблоневой аллее. Ветер совсем не утихает. Такой же сумасшедший. А, даже уже 16:10. Футболисты тут так играют. Ой, типа скользко, очень скользко. Вот. Единственное, что сейчас посыпали песочком. Вчера, когда мы шли, в 12 дня его не было. А сейчас вон прям по всей аллее до конца. О, как все летает. Да. А это тополя. Вон как мотыляет. Они такие опасные, ветки. Да, ветки. О, всю ветку валяется. Опасно, когда листья на них, парусность большая. Парусность. Как бы. Ага. Ну вообще. Это Пионергорский 7, это Пионергорский 9. Ой, господи. Там в Синякова 49. Ой, ничего себе. Девочка там дорогу расчищает. Ничего себе. Не было такой картинки. Здесь волейбол играет, а там баскетбол играет, а там соседний.
А, там баскетбол нарисован, ничего себе. Так, а это вот баскетбол. Тоже так разукрашено. Господи, а здесь скользко. Надо идти аккуратненько. Ой, ужас. Ой-ой-ой. Это яблоневая аллея. Рынок рыбный, мясной. Ваховала. Еще один стол. 16 марта. Мы на Утином мостике. Три вижу. А вон еще одна по сугробу ходит. Там нету их. Справа уточек нету. А вот, да, где-то здесь слева. Вот одна сидит. Где-то камень. Нет, уточка, наверное. Там вон две плавают. Там вдалеке три. Где-то еще. Да? Да даже первая уточка, не камень же был. Вот это? Да. Да. Сидит на льду. Там рейсовые автобусы. Стоят дружненько в ряд. Один вот там. 17 марта, на улице минус 2 градуса. Вот так хорошо у нас все посыпает песочком, потому что на улице очень-очень скользко. В 8 утра, солнышко уже как высоко. Морозец на улице, минус 8 градусов. Сюда хорошо подвымерзло, идешь, так все сухо. От солнышка так радостно, небо голубое. Ой, какая красота. Ничего себе, как у нас проспект космонавтов-то прочистили, а. Вау, аж почти до асфальта. Ой, хорошо поработали ребятки. Ничего страшного. Дорога у нас уже сухая. Впереди лечебница. Второй этаж уже освещается. Ой-ой-ой. О, теплотрасса уже даже появилась. Класс. Все люки освещают. Вот такая красота. Мороз и солнце, день чудесный. Как, где солнышко уже? Вот оно. Я себе в Литваль сделала заказ с доставкой в пятерочку в Постамат. Как это происходит, не знаю. Сейчас пойду первый раз попробую взять из ячейки. Надеюсь, все получится. Получить заказ. Ага. Короче, я набрала код. Продолжит. Код выдачи не найден.
Ты в указан кассу, здесь для получения заказа кассу в магазине. Короче, я получить не смогу. Завершить. Ничего я не смогла получить. Никаких своих посылок. Сказали, куварку должен подойти. Ничего мне еще не пришло. Все, нам пришли уведомления, чтобы мы пришли за загранпаспортами. Да. Ой, Вова, могут обрызгать. Тает. Последние остались 2 таких прохладненьких денька. И все, и будет плюс. Так что моя шуба, наверное, последний мой сегодня теоретичный выход. Уже не уместно. Уже ручьи вон текут. Ручьи. Текут ручьи уже. А мы в шубе. «21 марта, пятница, а это значит, я иду в спортзал. На улице минус 3 градуса, скользко и сильный ветер, который уже дует всю неделю. Снега много, еще не таю. Опаньки, а мостик-то у нас уже чистый, а вот белый снежочек. Немножко пробка есть. Чебюшечка наша. Растаяла. Ну тут чистили все время. Дорожная служба есть какая-то. Вот так вот. 16 нормально. Посыпают набережную. В этом году даже лыжники не катались здесь, потому что все время, видимо, песочком посыпали. Раньше тут школы занимались на лыжах катались. Не знаю, вот в этом году приняли решение посыпать. Никогда раньше не посыпали. Не знаю, зачем так сделали. О, солнышко! 4 часа солнышко. А зимой 4 часа, а уже темень. О-о-о. Сидят вон люди, отдыхают на скамеечках. Как это будет все таять. Ой. Это должны быть ночью очень сильные морозы, что все вымораживало. А днем прямо сильная оттепель. Тогда мы плавненько и перейдем с перерыва снег, не снег. А так, конечно, да. Ух, объемы какие у нас. Ох, ничего себе, на этой стороне все полностью вычистили. Теперь нету снежного бугра между дорогой и пешеходной зоной. Один из моих любимых участков. Если даже тут у нас не видно никакой брусчаточки, не проглядывает. Да. Как мне нравится здесь. Так, стройка у нас уже идет 5-й этаж. О, строители стоят. Сегодня у нас на завтрак блинчики. Вон еще как пар идет. Только-только напекла.
Чем мне понравилось, я маме даже. Так, здесь какие-то у нас Все забито. соревнования в Ледовом дворце проходят. И поэтому у нас машины не только на стоянке, еще вдоль дороги стоят. Это столько болельщиков, не знаю, что там за соревнования. Вова предполагает хоккей какой-то, да? Ну, ты же хоккейный стадион, конечно. Может, какой-то концерт ледовый, еще что-то. Что-то грандиозное, потому что такого еще мы не видели. Что там? А мы едем на Урмазе кататься на лыжах. Стою поперед трассы. Доехала вот до самого, прям почти падаешь. И я решила вот так вот я плеснула. 1963 год. О, ничего себе, тут, наверное, типа трасса идет. Руслана Людмила. Со второго раза мы ввели код, и у нас с автоматом открылась ячейка. Вау! Забирай. Целая посылка. Ой, я не могу достать. Достань, пожалуйста. Вау. Все? Погреми, там что-то есть? Ставь коробочку. Дома посмотрим, что-то есть ли у А меня. что ты заказал? О, первые лужи. Это на улице плюс 5 градусов. Все тает. Вон у нас Венеция скоро вот здесь будет. Здесь такое местечко, где водичка никогда не уходит. Вот она тает. Здесь собирается. Снега нынче много. Так хорошо здесь еще подмораживает. У больницы. О, какая там капель. Это хорошо еще прочистили. Каши нет. Все, там уже тоже все тает. Пандоны, чтоб не утонуть. О, какая красота. Солнце-то как высоко. Ничего себе. О, кучу вывезли, по ходу дела. Тут такая была огромная, снежная. Проталины. Солнышко. Ну, в тенечке дорожка вот держится. Вон уже зеленую травку чуть-чуть видно. 26 марта, на улице плюс 5 градусов, уже стоит третий день. Все тает. О, кусочек асфальта. Это все голубям тут лаваш. Там шаурма. Видимо, оттуда. Снег так значительно просел. Просто вообще. Вон теплотрасса открылась сразу. Такой грязный снег. Все, у нас дождь идет сильный. Все сырое. «27 марта, на улице минус 3 градуса. Я заболела. Горло вообще. Анютка болеет дома. Каникулы называется. О, до асфальта дошли. Проспект Космонавтов. Ой, какие лужи. Все так и капает. Улица Дзержинского.
30 марта. Вот столько еще у нас снега. Асфальта пока нет. Лед и песок. Школьный стадион. Еще может физкультуру на лыжах вести. Вот это здание имени Карчевского. Ух, тут Котировочно где-то около 250. так, это мы идем по улице Гоголя. Мы с Аней решили посмотреть, где чище дорога, по Дзержинского или по Гоголя. Последний день марта, 31. Все, как быстро все растаяло. Ну не все, но объем большой, ушел снега. То есть в апреле мы ходим почти уже, вот асфальт проглядывается. Грязный, правда, в песке, ну как-то вот так вот. Вот так вот выглядит Комсомольская площадь. Моя тропинка. Сапожки мою в лужах.